Вилюйский улус в этом году тесно сотрудничал со старинным московским журналом. Итогом сотрудничества стал выпуск номера, посвященный юбилею Вилюйска. О нем подробнее в следующем материале. В этом году нашему старинному городу исполнилось 380 лет. И в честь юбилея руководство нашего улуса совместно с московским журналом выпустили целый номер журнала, который посвящен Вилюйску. Несмотря на огромную удаленность Вилюйска от столиц, его почти четырехвековая история тесно вплетена в историю государства российского. Возникло желание в городе, в вашем прежде всего, к юбилею подготовить такой номер. И дальше все закрутилось. Конечно, мы загорелись. Конечно, нам понравилось. Понравились виды, понравились люди. А главное, понравилось то, что вот это хороший такой показатель администрации города, которая неравнодушна к своей истории. На презентации журнала с города Москвы вместе с главным редактором московского журнала Анной Грушиной в наш город уже третий раз приехала доктор исторических наук Галина Аксенова, которая внесла неоценимый вклад для выпуска этого номера. Вот ты уехала, понимаешь, что магнитик так тянет, и опять хочется, как стрелочки у компаса, вот это на этот север, опять вернуться и опять сюда приехать, чтобы опять что-то узнать новое, узнать новых людей, узнать новые истории, новые факты, открыть для себя новые имена, открывать для себя народ, народ Республики Саха. Народ очень интересный, со своей историей, со своими традициями. И посмотреть, а как люди живут вот здесь, далеко-далеко от Москвы, чем они живут. Кроме того, что целый июльский номер был посвящен нашему городу, в ноябрьском номере вышла статья о видном якутском государственном деятеле родом из Вилюйска Степане Аржакове. Редакция журнала совместно с руководством и историками нашего улуса в дальнейшем тоже планирует сотрудничество. Анна Васильева, Николай Солдатов, Леонид Минкаров, НВК Саха, Вилюйск.